noqchal yengesh, noqchal alshgesh. İdiye başlamıştı alşuyuya. Ассаламу алейкум, Ларми Махквай. Я приветствую всех телезрителей и слушателей нашего авторского проекта историко-культурологической программы «Нохчи Синхетом. Чеченское мировоззрение». Сегодня у нас в гостях очень интересный эксперт, гость. Это российский ученый, проректор по образовательной деятельности Чеченского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, заслуженный деятель образования и науки Российской Федерации Гончаров Сергей Александрович. Сергей Александрович, я вас приветствую. Благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать в нашей программе. Уважаемые коллеги, также в нашей передаче принимает участие Хаптукаев Саид Ахмед Абуевич, член Высшего совета Общероссийской общественной организации Российский конгресс народов Кавказа и заместитель директора Института миграции. Саид Ахмед, я тебя тоже приветствую. Спасибо, что нашел время поучаствовать в нашей передаче. А я хочу напомнить нашим телезрителям и слушателям о том, что главной целью нашего проекта является популяризация истории, культуры и гуманитарного пространства, связанного с чеченским народом, создание положительного имиджа Чеченской Республики, а также предлагать общественности обсуждение актуальных тем, направленных на цивилизационное гуманитарное развитие чеченского мира, чеченской культуры, поиск новых идей и смыслов, ценностных систем в условиях сложных этнополитических, геополитических процессов, происходящих в мире. Сергей Александрович, спасибо вам, что вы нашли время. И первый вопрос к вам. Сергей Александрович, вы родились в 1956 году в поселке Хуторок Кубанской области Краснодарского края. В 1981 году окончили Ленинградский государственный университет имени Жданова по специальности русский язык и литература. Вы известный российский ученый, вы доктор филологических наук. Что послужило для вас, когда вы приняли решение работать в Чеченском государственном педагогическом университете? Добрый день. Спасибо большое за приглашение в вашу передачу. Я смотрел некоторые выпуски. Мне чрезвычайно понравилась идея, концепция этой передачи. Я считаю, что эта передача чрезвычайно важна. И я думаю, что она важна не только для чеченцев, но она важна и для тех, кто живет за пределами Чечни, скажем, в России, за пределами Северного Кавказа. И спасибо за вопрос, да, вопрос интересный. Вы знаете, я сам, наверное, не перестаю задавать себе вопрос, почему я принял, в общем, достаточно такое кардинальное решение и приехать из Петербурга в Чечню, поскольку я закончил в Петербурге университет и всю жизнь, в общем, свою большую по времени прожил в Петербурге. И тем не менее, да, действительно, может быть, лет 10 назад, если бы мне сказали, что я окажусь в Чечне, я бы очень удивился. И удивился бы не потому, что, допустим, это время, оно еще было горячим после Второй, скажем, войны, и не потому, что была очень горячая Первая война, вот. А вообще просто я удивился, как я могу поменять красивый город Петербург и приехать, скажем, на Северный Кавказ. Но вот как-то удивительно, ведь наша жизнь, она, вы знаете, она ведь не абстрактная, она состоит из конкретного, скажем, опыта, переживаний, которые в какой-то момент жизни вдруг начинают открывать перед тобой какие-то иные смыслы, жизненные смыслы, или, как философы бы сказали, экзистенциальные смыслы. Вот, наверное, пришел такой момент, потому что я почувствовал, некоторую исчерпанность вот своего пребывания в даже красивейшем городе мира, который я очень люблю, в Петербурге, в этом мегаполисе. И когда мне предложили приехать сюда,
ректор Хош Ахмед Султанович Халадов, Халадов. Вот. И мы встретились раз, и встретились два, и я принял решение, что да, я приеду сюда. И я могу сказать, что, наверное, ни в один другой регион я, наверное, не уехал бы. Я уехал именно в Чечню. Может быть, здесь работал такой культурный архетип российской культуры, который для меня, как филолога, был сформирован русской классической литературой. В этом архетипе есть два таких особых отличительных знака Северного Кавказа и, в частности, Чечни. Но этот край, он осознавался как край вольницы и свободы. Это раз. Во-вторых, это край, который, ну, допустим, в «Казаках» у Толстого очень хорошо видно, как противопоставляется естественный мир Кавказа, естественный мир, искусственному миру, скажем, имперской цивилизации. И, наверное, вот это, скажем, как-то сработало, что каждый человек в определенный период жизни проходит через какие-то кризисы. Наверное, я не знаю, все было благополучно, но, тем не менее, вдруг я почувствовал интерес. И, конечно же, скажу, что войны и вся история Чечни, не могу сказать, что, допустим, у русских там комплекс вины, да, потому что есть такая версия, что, допустим, либеральная интеллигенция, да, что вот, ну, да, вина, нужно покаяться и так далее. Я не могу сказать, что я отношусь к этой части, но я вдруг почувствовал, что я могу сделать для Чечни что-то и что-то сделать хорошее. Ну, с моим опытом, с моими знаниями, и я зажегся этим. Поэтому здесь как бы пересеклись несколько точек. Современность, моя жизнь, история культуры, потому что даже в XIX веке она живет в каждом, мне кажется, интеллигентном человеке. И ближайшая история, скажем, Чечни, те испытания, через которые прошел этот народ. Ну и, конечно же, мне показалось, что у меня в жизни есть еще один шанс сделать какой-то еще виток для творческой реализации. Потому что, ну, скажем так, в Питере я уже стал ощущать, что, ну, моя работа, она как бы прокручивается. Очень много различных формализаций. Затем ты испытываешь, может быть, некоторое разочарование от цивилизации. Ты испытываешь потребность в каких-то, ну, скажем, принципах, да, в каком-то миропорядке более четком, когда ты чувствуешь, что, ну, где добро, где зло, поведение. И поэтому для современного человека жизнь там, она, в общем, непростая. Я это ощутил. Поэтому мне стало интересно, и я подумал, что, ну, вообще-то в традициях русской культуры, ну, там было две мотивации. Либо на Кавказ ссылали в царское время, вот, либо ехали туда самостоятельно как раз вот в ощущении какой-то, может быть, этой экстремальности и соприкосновения с каким-то удивительным краем и удивительным пространством. То есть все равно ехали для того, чтобы как-то получить какой-то импульс нового, духовный импульс, какой-то новой жизни. Вот. Это действительно была традиция. Многие ехали на Кавказ. Тот же Лев Николаевич Толстой, пожалуйста, скажем, как бы примеры. Поэтому вот нет однозначного такого узкого ответа, а здесь целый комплекс. Просто звезды сошлись, и они, наверное, сказали, что надо ехать на Кавказ. Но могу сразу сказать, что я не жалею об этом выборе. Я прожил год в Чечне. Я ехал с большим напряжением, я много читал перед тем, когда я дал согласие, я много читал об истории, о культуре Чечни. Часть я знал ее из русской классической литературы, потому что для всех россиян, скажем, образ Кавказа, он, конечно, был сформирован Бестужевым, Марлинским, Лермонтовым, Пушкиным, Толстым и так далее. Вот. Но есть еще история. Вот я читал, и при всем том, что я читал, конечно же, вот мифология вот современная и стереотипы, которые формируются, скажем, СМИ, в значительной степени стереотипы, ну, такие негативные, очень тяжелые. И, конечно, даже при моей рефлексии, ну, скажем, я считаю, что я достаточно интеллектуальный человек, и тем более человек науки, который способен одно от другого отличить. Тем не менее, надо мной тоже давлела вот эта информационная, скажем, как бы среда. И даже когда я сел в самолет,
и рядом со мной сидел чеченец с бородой. Я сидел, летел и был в напряжении, потому что я думал, ну как, вот я приеду, прилечу, какое будет отношение и так далее. А потом уже подлетая, и я уже не помню, то ли я обратился, или он сказал, что а вот внизу там, значит, такое пространство, и потом спросил меня, а я лечу в гости или что. Я сказал, что лечу работать. И он очень горячо поддержал. Я здесь почувствовал, что как мое сердце начинает отпускать. А потом, когда я полетел, тоже встречают здесь бородатые мужчины. То есть ты сразу чувствуешь культуру очень яркую, своеобразную и так далее. А она тебе пока, может быть, более или менее знакома только по книгам, по чтениям. И ты еще, у тебя нет опыта и контакта. И поэтому ты тоже как-то с некоторым напряжением это воспринимаешь. Но потом в первый же день, когда я вышел, прошелся по улицам, сознательно заговорил, и все. Я почувствовал, что мне стало легко, что я как бы вошел в это пространство. Понятно, что еще до вхождения было, ну, такая, я и до сих пор как бы в него вхожу. Но, тем не менее, я понял, я почувствовал это пространство очень такое комфортное, очень комфортное. Но, может быть, еще несколько слов все-таки скажу про эту комфортность. Я как-то почувствовал, что это нормальный естественный мир. Тот нормальный естественный мир, который, скажем, я уже не ощущал, ну или редко все равно, потому что Петербург – это особый город, это не Москва. Пусть москвичи не обижаются, но все равно до сих пор эта как бы культурная традиция внимания к другому человеку, гостю, она сохраняется. Даже те, кто приезжает и только приехал, они живут в Петербурге, они быстро как-то понимают, что, ну, вот это культурная норма, которая тебя приподнимает, делает как-то достойным человеком. Поэтому ты достойно относишься к другому человеку. Вот. Но тем не менее я стал употреблять, когда стал писать, звонить и говорить со своими друзьями и знакомыми из Питера, из других городов, я сказал, что вы знаете, я здесь встретил нормальную жизнь, нормальных людей, потому что я видел как бы нормы, правила, без которых человек не может спокойно, уверенно, гармонично и стабильно жить. Я здесь это почувствовал. Вот. И я живу вот за это время, может быть, мне повезло, но я верю в то, что это как бы действительно норма работающая. Нигде, никогда я не столкнулся, скажем, с каким-то оскорблением или с какой-то агрессией, с раздражением. Нигде никогда, напротив. У меня есть несколько интересных жизненных эпизодов, не знаю, я потом когда-нибудь, может быть, расскажу, совершенно потрясающих. Когда я их рассказываю там в Большой России, вот, все ностальгически говорят, почему мы так не живем, да? Это участие других людей совершенно в бытовых каких-то вопросах, но они настолько яркие, какие-то такие альтруистичные, но они не потому, что это исключительные, а потому что это просто обычный бытовой строй. Так, ну так нужно жить. А для меня это уже было событие. Это уже было исключительно событие. Поэтому вот такая несколько долгая история или долгий ответ на ваш вопрос. Сергей Александрович, я в продолжении вашего вот этого ответа хочу сказать о том, что мы на больших форумах общероссийских, я имею в виду Российский конгресс народов Кавказа, я сам являюсь членом Высшего совета, как и Саид Ахмед, вот, на разных других площадках, научных площадках, да, на площадках Ассамблеи народов России мы везде говорим о том, что мы призываем приезжать в Чеченскую Республику русскоязычных специалистов для того, чтобы возрождать все сферы жизнедеятельности нашей республики, понятно по каким причинам, и прежде всего в области науки и образования. Поэтому вы на этот призыв откликнулись, вольно или невольно. Значит, поэтому мы с большой благодарностью относимся к вашей работе, и поэтому я сегодня, собственно говоря, захотел вас пригласить на передачу, чтобы наши чеченские зрители увидели человека, который, как сказать, имея возможности работать, трудиться и работать в Санкт-Петербурге, в культурной столице России, приехал в Чечню, которая возрождается, чтобы сделать свой вклад, понимая, что это действительно важно, и это жизнь, это не только важно для Чеченской Республики, это важно для всей России.
Я вам еще раз благодарен за то, что вот такое решение вы приняли. Да, спасибо большое. Я вот добавлю, извините, буквально одну фразу. Сейчас просто откристаллизовалась формула. Просто, видите, Кавказ это часть, скажем, России, да, российской истории, российской судьбы. Вот. Причем особая часть. Поэтому, вот, вероятно, скажем, и мой приезд сюда, потому что, ну, ты ощущаешь, что Кавказ... Ну, я уж не говорю о том, что я ведь родился в Краснодарском крае, это Северный Кавказ. Вот, я видел издалека горы и всегда любовался. Поэтому вот это очень, мне кажется, я думаю, что движение было органично. Да. Спасибо. Сергей Александрович, вот я узнал из нашей с вами беседы, когда мы познакомились неделю назад, что вы являлись одним из главных организаторов прошедшего год назад, в 2019 году, общероссийского педагогического форума, который проходил в Грозном. Там были очень интересные спикеры, эксперты, прежде всего, в этой области. Скажите, пожалуйста, какие актуальные вопросы там поднимались, обсуждались, и какие были приняты рекомендации, решения? Ну, я уточню, я скажу, что я был один из организаторов, потому что вот ядром этого форума стал Чеченский государственный педагогический университет, и я с коллегой из другого университета, с проректором, мы задумали, и руководство университета нас поддержало, и мы организовали круглый стол в рамках этого форума. И этот круглый стол был посвящен стратегиям развития педагогического образования, вот современным стратегиям развития педагогического образования. И мы собрали очень экспертов неформальных, реальных, мощных экспертов, которые могли дать реалистичную оценку современного состояния педагогического образования, видение, как оно должно дальше развиваться. И вокруг этого была как бы дискуссия. А в рамках этого форума к нам приехало, это совершенно небывалое количество вузов, где-то порядка 90 вузов, представителей. Из них половина этих вузов представляли сами ректоры, как педагогические вузы, так и классические вузы, и, понятно, со всей России. Я просто даже по опыту петербургской жизни, где я там 20 лет был проректором Герценовского педагогического университета, я не помню, что нам удавалось созвать столь представительное собрание вузов. Здесь удалось. И, конечно, понятно, почему откликнулись. Многие ехали сюда, ну так сразу скажу, что с большим опасением, потому что Чечня, и даже некоторые мне говорили, ну, многие, которые приехали, я их лично хорошо знал, и ректоров, и проректоров, и они мне говорили: Сергей, мол, ну, извини, к нам кого-нибудь приставят? А я говорю: зачем? Ну, как-то вот, ну, им было неловко говорить, что он там же, наверное, небезопасно и так далее. Сразу скажу, что все, кто приехал, я их говорил: ну что вы, красивый город, скажем, более миролюбивого города и безопасного я не знаю в России, потому что вы можете здесь днем и ночью ходить, вас никто не тронет. Вот это уж точная гарантия, испытана мною. Это. И действительно, потом, когда они уезжали, они были влюблены в Грозный, вот они для себя открыли Чечню, и я, честно говоря, вот свою маленькую миссию вот в этом, что удалось их пригласить, я считал, что исполнил, и был рад, что это значит много-много людей, причем это интеллигенция, да, вот, которая уехала в разные страны, они вынесли замечательно, они открыли Чечню, они открыли как красивейшее пространство природы и современной урбанистики, да, вот, и они открыли это пространство гостеприимства, доброжелательности и спокойствия мира, вот, и красоты природы. Вот это. Что касается деловой программы, видите, мы уже многие годы находимся в состоянии перманентных изменений. Но изменение – это естественный процесс всего, да? Но применительно к образованию, я считаю, оно должно быть не только как бы инновационным, оно должно быть в значительной степени еще и консервативным. Потому что там должна быть какая-то базовая основа, которая, скажем, не меняется стремительно. Но в то же время, какая бы основа ни была, и какие бы изменения, они должны соответствовать изменениям в мире. Да?
Мы видим, что последние, скажем, там 20 лет, особенно последние 10, особенно даже в 5 лет, происходят колоссальные, и самое главное, по скорости, невиданная скорость изменения. Ну, цифровой мир, да, цифровизация. Вы видите, что все с девайсами, детишки, мобильники, новые коммуникации, новые технологии. Меняется ментальный мир детей, меняется ментальный мир всех поколений, да, всех меняется. Меняется среда, появляются какие-то новые факторы и так далее. Как готовить педагогические кадры, да, в этой ситуации, чтобы, скажем, наших детей, чтобы они получали образование не прошлого века, чтобы они получали образование современное раз, чтобы мы им давали образование, понимая, кому мы даем, да, в чем особенность, скажем, восприятия, в чем особенность эмоционального мира этих детишек. Потому что если ты не понимаешь, кого ты учишь, если ты их не понимаешь, то как ты сможешь попасть, как ты сможешь ответить на их способность к восприятию и чтобы они развивали. То есть много сложных проблем. И вот, собственно говоря, эти проблемы мы обсуждали, и это было очень горячее, потому что это было честное обсуждение. И все, кто приехал, они, конечно же, воспринимали, что вот здесь, наконец-то, в Чечне собрали и заговорили прямо о проблемах, потому что был замминистра просвещения, был один из руководителей Российской академии образования, были, ну, в общем, действительно, это действующие субъекты, те, кто влияет на современное образование или должны влиять. Был Анзор Музаев, да, который ныне, тогда он был исполняющим обязанности, а сейчас он уже руководитель Рособорнадзора. Так вот, Анзор представил программу, я был одним из экспертов этой программы, если по результатам, программу развития педагогического образования. Считаю, прекрасная программа. Я прилетал в Москву, он приглашал и с группой коллег-экспертов российских, мы эту программу обсуждали, доводили и так далее. И, конечно, мы надеялись, и одна из рекомендаций была, что для того, чтобы решить проблемы педагогического образования, во-первых, должна быть концепция педагогического образования. Какая она сегодня должна быть? Сегодня концепция педагогического образования пока я не вижу. Как в рамках под эту концепцию, какая программа развития, да? Чтобы это был системный, комплексный подход, где видно и понятно место вузов, что мы делаем с кадрами, повышение квалификации, что мы делаем с программами, как мы обновляем, как мы готовим, какие у нас отношения со школой, с колледжами, с региональной системой, ну и так далее. Там целый комплекс вопросов и так далее. Поэтому все горели и говорили, что да, наверное, с Чечни начнется, значит, возрождение педагогического образования, и надеялись, что эта программа запустится. Но, к сожалению, пока потом под воздействием нашего форума прошли целый ряд обсуждений даже в Совете Федерации, и там тоже речь шла об этой программе, но пока этой программы нет, она не запущена, финансово она не поддержана. Я надеюсь, что все-таки ее поддержат, и это как-то усилит возможность какой-то консолидации педагогического сообщества, тем более, раз педагогические вузы теперь они не в Минобре, а в Министерстве просвещения. Вот. Нас там не так уж и много, 33 вуза, и что мы здесь должны составлять одну единую команду в решении проблем педагогического образования. Поэтому в очередной раз мы находимся в точке, ну, скажем, точке надежды, что двинемся. Нынешний министр Сергей Кравцов, он пытается как-то энергично здесь действовать на этом поле, разворачивать. Вот. Проходят у нас мосты, видеоконференц-связи, обсуждения программ. Вот буквально на днях начнется второй Всероссийский педагогический форум. То есть какое-то движение пошло. Но хотелось бы большей консолидации. И самое главное, если вот этот момент, если вузы, я очень надеюсь, наш вуз, Чеченский государственный педагогический университет, если вузы не получат достойное финансирование, то проблемы, как они были, так и они останутся, и они будут только умножаться. Сегодня, скажем, среда педагогических вузов, она оборудована часто хуже, нежели школы. Скажем, в Чечне школы, классные школы, там такие комплексы и столько школ, скажем, построено, как ни в одном субъекте
просто рекордная. И хотелось бы, чтобы мы соответствовали, скажем, по этому качеству, скажем, школам. Я могу сказать, что, например, Исмаил Баудинович Байханов, ректор, ныне действующий ректор Чеченского государственного педагогического университета, он сделал просто колоссальный шаг. Он провел, сейчас мы завершаем такую крупномасштабную реконструкцию корпусов учебных аудиторий. То есть вот то, без чего мы, скажем, вообще не можем существовать нормально. Вот. Он там пробил деньги из министерства, но то, что делается, там делается значительно больше, нежели там выделены эти скромные средства. Если будут выделены еще, мы сможем выстроить достойный, скажем, не только Чечни, но вообще России университет и, конечно же, завоевывать особое приоритетное место среди педагогических вузов России. Нужные условия. Вот такой ответ. Хорошо. Сергей Александрович, вот когда мы с вами беседовали у вас в гостях, вы проговорили очень много идей, которые мне были очень симпатичны. Я хочу одну из них озвучить и на этом строить свой вопрос. Вы на встрече сказали о том, что вы хотели бы, чтобы Чечня была одним из центров интеллектуальных коммуникаций в России. Как вы себе это представляете? Вот ваше видение, нам интересно. Да, спасибо. Спасибо большое, что вам понравились, ну, предварительно, когда эту тему я озвучил. Вы знаете, мне как педагогу все-таки, да, раз я всю свою жизнь связан с образованием, конечно же, мне хочется, чтобы, скажем, у России было будущее. Попав в Чечню, мне очень хочется, чтобы здесь дети и молодежь, чтобы они получали образование лучшее. То образование, которое получают, допустим, там элиты в мегаполисах, да? Потому что на самом деле, не все студенчество берет образование. Нужно не только, чтобы мы давали, но нужно еще, чтобы они брали это образование. Это наша взаимная задача. Так вот, мне очень хочется, чтобы и мой приезд, он как-то хоть каплю внести в то, чтобы, скажем, молодежь, да, чтобы мы могли гордиться. Чтобы они были лучшими не только в Чечне, но чтобы они были лучшими в России, лучшими в мире, по разным отраслям, чтобы они были самые культурные, самые образованные, интеллигентные, чтобы они по разным отраслям и так далее. Но для того, чтобы это сделать, нужно здесь совокупность целых факторов. Недостаточно, мне кажется, только деятельности одних университетов, да? Это целая система. И вот в этой системе, скажем, и для молодежи, и вообще для имиджа, и для... Это вот одна задача и одна проблема, я имею в виду молодежь. А вторая задача, проблема, мне очень хочется, чтобы Россия и мир, они как-то увидели Чечню еще с одной стороны. Не просто как это мир самобытной этнокультуры, да, потрясающей, самобытной, которую они еще не открыли. Ну, так, немножко понаслышке знают. Вот. Гостеприимство тоже что-то знают, но далеко не все. Красоты тоже что-то знают, но, скажем, не все видели. Красоту, скажем, наших гор и так далее. Вот. Но чтобы они увидели, что это еще, скажем, нация интеллектуальная. И что здесь мы можем не только, скажем, гордиться нашими, скажем, спортсменами, чемпионами мира, да, вот. И здесь действительно это уникальное достояние, скажем, нашей республики, что мы можем гордиться не только нашей демографией, потому что мы решаем общенациональную проблему. Сейчас, кстати, маленькую ремарку скажу. Вот когда нас спрашивают про трудоустройство, и говорят, у вас, федералы, отчетности разные. Ну, вот хотелось бы, чтобы был высший процент трудоустройства. А я говорю, у нас гуманитарный вуз, преимущественно он девичий, да? Девушки выходят замуж. Она вышла замуж и в декрет ушла. Она не работает. А я бы ее числил работающей, потому что она родила. Она решает общенациональную проблему. А то получается, что в одних случаях, скажем, президент говорит, что вот, значит, Чечня, там, Ингушетия, Северный Кавказ, они решают нашу проблему, молодцы, какие они хорошие. Значит, хотелось бы, чтобы учитывалось это не как
отсутствие на месте труда, а как это трудоустройство, потому что она тоже выполняет очень высокую государственную задачу и миссию. Так вот, возвращаясь, значит, к теме интеллектуальной коммуникации. Поэтому очень важно, чтобы мир увидел, что Чечня – это как бы здесь интересное место творчества, и не только художественного, но и интеллектуального. Мне кажется, это неожиданное восприятие смогло бы развернуть мир и восприятие Чечни с неожиданной точки зрения. И я абсолютно уверен. Ну почему, допустим, проходит там Российский Кавказ, да, политологический форум, допустим, проходит ежегодно там в Минводах, да? А в Чечне при наличии вот таких, скажем, инновационных проектов, которые строятся, да, и даже есть центр интеллектуальный, существует такая организация в Чечне. Так вот, интеллектуальный – это центр интеллектуальных коммуникаций. Это форум, да, который межвузовский. Его не надо привязывать к какому-то одному вузу, скажем, к моему педагогическому университету или к уважаемому, скажем, классическому университету или к нефтянке. Это НАД, где собираются, может быть даже на базе, не знаю, Академии наук, или, может быть, даже, не знаю, за пределами. Когда приезжают сюда, скажем, выдающиеся ученые российские, да, которые читают открытые публичные лекции, на которые могут прийти, скажем, универсанты, студенты, преподаватели, вот, чтобы они могли услышать, задать вопросы из разных сфер. Ну вот, пожалуйста, допустим, Татьяна Владимировна Черниговская, да, которая, ну, такая, скажем, медийная уже личность, она читает очень много, у нее, скажем, роликов. Можно, конечно, посмотреть ролик, но посмотреть ролик – это одно, а когда она, допустим, приехала сюда и прочла лекцию, ну, допустим, о современном мышлении, да, мышление, сознание, человек в информационную эпоху и так далее. Она читает очень доступно, популярно, но это авангардные идеи. Или, допустим, физик, который может доступно рассказать о проблемах современной физики, да? Есть такие ученые, скажем, там, в Санкт-Петербургском университете, которые блестяще могут рассказать интереснейшие вещи там, по современной оптике или лазерным разработкам и так далее. Скажем, там, в естественных и в гуманитарных областях, там, культуролог, который может быть... И тогда вот начинает создаваться среда, начинает возникать общественное признание интеллекта. Мне кажется, очень важно еще формирование общественного признания интеллекта, чтобы те, кто учится в школе, да, и студенты, они понимали, что, да, надо вообще учиться, и нужно напрягать голову, и нужно очень много трудиться, нужно читать умные книги, нужно смотреть умные ролики, нужно себя развивать, делать. Вот. И вот это мероприятие, мне кажется, оно могло бы содействовать вот этому, скажем, как бы развитию. А рядом с ним могут быть как бы спутники, потому что у каждого вуза есть конференции, и какие-то из них могут быть действительно спутниками, очень крупными, имиджевыми российскими международными конференциями, да, на которые приезжают не только, скажем, иностранцы, близлежащие, допустим, из Грузии там, или из других, скажем, СНГшных стран, но и из далекого зарубежья и так далее. Все это, в том числе интеллектуальная коммуникация, это когда мы могли бы иметь возможность пригласить зарубежных ученых, действительно элитных ученых. Но на это нужны средства. Это проект, который, ну, он требует финансирования. Но тогда люди разъезжаются и говорят: а где ты был? Я читал лекции. Как? В Чечне? Да там же, как мне некоторые коллеги говорят, ну там же как бы еще развалины. И там же вообще как бы вот патрулируются улицы. Я говорю, какие развалины? Какие патрули? Вот. Вот это, потому что то, что делает СМИ сегодня, ведь смотрите, в СМИ очень мало позитивной информации о Чечне. Очень много, скажем, передергов, да, или какая-то мелочь, из которой делают слона. При этом этих мелочей, скажем, по всей России просто выше крыши. Вот. Но те мелочи, почему-то мелочи, более крупные, разные проблемы, почему-то они не попадают и они не масштабируются в оптике СМИ в негативном ключе. Но здесь же я смотрю, ну вот я смотрю интернет или там газеты, очень много
А много того, что позитива однозначно, почему-то не доводится до массовой, скажем, как бы России. Почему нет, допустим, репортажей, допустим, о современных школах, да? Ну, пожалуйста, я вот зашел в школу нашу лингвистическую, да, вот, но это супершкола, это дворец, это условия такие классные. А сколько таких школ? А элементарно, допустим, сквер, который сделан, сквер, посвященный учителю, вот, здесь, в Грозном. Но где еще, скажем, в стране много ли таких скверов и так далее? А почему бы не сделать это, если мы говорим о том, чтобы поднять статус учительства и так далее? Вот это обидно. Поэтому здесь комплекс каких-то, мне кажется, мер и действий, ну, как говорится, народная дипломатия, да, то есть, когда живые люди приезжают, они уезжают, тогда информацию, которую они транслируют, она гораздо убедительнее и достовернее. Вот я вам скажу, что я никогда не заводил Facebook и был противником. И у меня есть определенное, скажем, ну, такое понимающее отношение к Фейсбукам и так далее. Но здесь я завел Facebook. И, ну, я там как бы вот какие-то репортажи свои, ну, допустим, если там с коллегами мы в горы выбираемся, я пишу об этом. Или какой-то праздник, или еще что-то, я пишу об этом. Я даже, скажем, на Фейсбуке поздравляю там с мусульманскими праздниками, скажем, своих коллег, студентов и так далее. И мне чрезвычайно приятно. Потому что я вижу, как отзывается это в России, потому что, ну, есть доверие, кто знает меня, вот, и доверие к моему слову. Я этим чрезвычайно дорожу. И я понимаю и вижу, как у них начинает меняться отношения, как у них возникает желание приехать сюда. Поэтому вот этот, скажем, Чечня как один из интеллектуальных центров, скажем, российских, конечно, это проект, мне кажется, ну, во всяком случае, мне он очень нравится. Мне он очень нравится, и я вижу в нем какие-то позитивные вещи. Понятно, что это как бы тема тоже деликатная. Нужно знать и приглашать не политизированных, скажем, лекторов, чтобы, скажем, не спекулировали, а чтобы они были все-таки носителями культуры и были, ну, скажем, такими посланцами культуры. Неважно, ты ученый, скажем, из какой бы ты области не был, но ты посланец культуры. Диалог. Вот диалог – это самый главный путь к тому, чтобы, скажем, мир был устойчивым, чтобы он был комфортным, безопасным и так далее. Ну и, конечно же, видите, я надеюсь, что наши преподаватели получили бы живую информацию вот из первых уст, у них бы раздвигался горизонт мышления. Потому что вот я замечаю, что мы часто как-то все правильно, культура приписывает пиетет, но нужно смелее и верить в себя, в мышление профессиональное и так далее. А вот эти контакты, они, мне кажется, будут раскрывать вот границы и горизонты профессионального мышления. Спасибо, Да. Сергей Александрович. Ну вот в продолжении этой большой темы, которую вы начали говорить, вторая ваша идея, которую вы высказали на нашей встрече, вы сказали, буквально цитирую, с Чеченской Республики может начаться процесс возрождения педагогического образования в России, и что необходимо формировать собственные ресурсы развития. Вот как вы представляете это? Ваш комментарий. Ну, отчасти, вероятно, я на него отчасти я ответил, когда в самом начале, когда вы спросили про форум педагогический, и я сказал про реакцию профессионального сообщества на это мероприятие. И, конечно же, скажем, я не могу сказать, что у меня иллюзии. Ну, скажем, иллюзии, я не считаю, что иллюзии – это плохо. Потому что иллюзия – это часть, скажем, мечты, да? Часть некоторого идеала, когда мы хотим видеть, или вектор, туда, куда нужно двигаться. Главное, чтобы этот вектор, он потом в тумане не рассеялся, а имел какую-то реалистическую основу. Вот шаг, который был в сентябре, вот этот он был реалистичный шаг. И ведь, смотрите, ну, допустим, Алихан Динаев, да, который работает в нашем Чеченском педагогическом университете, и он руководитель педагогической мастерской. Педагогическая мастерская Алихана Динаева. А Алихан Динаев, он учитель года 2018,
Вот, талантливый человек, очень креативный, современный, понимающий молодежь, видящий, с хорошим опытом, причем признанный и востребованный на общероссийском уровне. Он часто выступает в разных мероприятиях и так далее. И мы, открыв эту педагогическую мастерскую, мы надеемся, что она станет одним из таких точек роста, да, вот такого современного, инновационного, адекватного и так далее. Так вот, стал победителем, да? Это, я считаю, что колоссальное достижение республики, что из республики, скажем, учитель стал победителем всероссийского конкурса. А мы знаем, что это очень жесткая конкурентная борьба, очень жесткая. Он стал победителем. И он не просто стал, потому что многие, скажем, стали победителями, и их потом не видно. Где, ну, то есть у них какая-то очень узкая локальная судьба. А здесь, смотрите, уже 20-й год, а линия развивается. Он развивается, и видно, что развивается педагогический университет, потому что мы сегодня открыли эту лабораторию в 2020 году, как раз по инициативе ректора. Вот. Мы видим вектор дальнейшего движения. То есть вот маленький шажок, форум, еще шажок, педагогическая мастерская. Мы видим шаги. И мы видим шаги, которые мы могли бы делать и превращать Чечню вот в центр современных как бы идей, методик и, самое главное, консолидации вот, профессионалов не только Северного Кавказа, а вообще как бы и России. Понятно, что здесь амбиции, у каждого региона свои амбиции, это конкуренция, это очень непростая ситуация, потому что ну, каждый вуз стремится быть первым, стремится быть главным и так далее. Мы это прекрасно понимаем. Но уже есть некоторый как бы авторитет, есть некоторая репутация. Повторяю, если мы получим, скажем, вот как бы поддержку, в том числе материальную, чтобы свою среду и условия, скажем, развития, если мы сможем, скажем, обустроить, а там есть планы построения кампуса, вот, насыщение техникой, если мы реализуем, то мы действительно сможем сделать следующий очень серьезный шаг, скажем, в этом позиционировании и в этом развитии. То есть уже сегодня педагогический университет, он не теряется среди педагогических вузов. Он заметен, потому что мы проводим конференции. Вот сейчас я вам скажу, с 1 октября у нас фестиваль «Неделя науки» в педагогическом университете. В прошлом году был месяц. Это насыщенная программа всероссийских и с международным участием конференций. Я вам скажу, что в них принимают участие, вот мы дистанционно их ведем, принимают участие, скажем, Москва, Петербург, Российская академия образования, там академики и член-корреспонденты, они отзываются на ту проблематику, на ту тематику, которую мы заявляем. То есть мы принимаем участие в формировании актуальной повестки. И, конечно же, народ здесь, наш внутренний преподаватель, конечно же, они как-то вдохновились, потому что они почувствовали, что можем. Вот, поэтому школы, у нас предметные ассоциации, у нас есть действительно центры, скажем, и школы сильные, интересные директора, у нас есть интересные учителя. Вот сейчас мы будем это интегрировать, скажем, в такой единый кулак или единый центр, чтобы не рассеивалось, а чтобы объединившись, чтобы мы могли, скажем, вот свое лицо перед всем, скажем, всероссийским педагогическим собранием профессиональным демонстрировать. Ну, естественно, как бы коммуникации. Чем теснее мы коммуницируем там, не только с Москвой. Вот, например, там второй педагогический форум, я выступаю там на Ярославской площадке в Зуме. Скажем, директор института Исита Вахидовна Мусханова, директор института филологии, истории и права, выступает на другой площадке. Ее пригласили. И нас видят и к нам прислушиваются. Даже пишут, что нам интересно ваше мнение. Поэтому есть вот эти как бы ресурсы, и есть, мне кажется, есть перспективы. Очень важно эту перспективу, повторяю, не размыть, скажем, просто в таких мечтах, а двигаться. Я верю в это движение.
как я утрачу эту перспективу, мне будет неинтересно здесь работать. Пока мне очень интересно работать именно с коллегами, строить вот, педагогическое образование современное. Там проблем, конечно, очень много. Очень много. Мы их видим, понимаем, но в то же время мы видим, куда двигаться. Сергей Александрович, вот многие деятели культуры и образования Чеченской Республики, чеченской национальности, все говорят о том, что культура, чеченская, военарская культура является частью общероссийской культуры. И мы знаем с вами, что многие российские мыслители, русские мыслители, поэты, писатели, такие как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Михаил Юрьевич Лермонтов, будучи на Кавказе, действительно, вот, Кавказ повлиял, очень сильно повлиял на их творчество. Как вам кажется, вот, я бы хотел услышать ваши комментарии по этому поводу. Да, спасибо большое. На самом деле вопрос, на первый взгляд, он кажется очень простой, а на самом деле он очень сложный. Он очень сложный и непростой. И на него можно давать разные ответы. С одной стороны, совершенно очевидно, вот это то, что, мне кажется, трудно отрицать, что шло взаимовлияние, скажем, культур. Но, скажем, например, даже военные действия в XIX веке, да, вот армия, это ведь не только была кровь, да, не только кровь, не только насилие, но и последующие потом отношения, они привнесли, скажем, и на Северный Кавказ элементы, скажем, культуры, если ее понимать не только как художественная культура, да, а вообще, скажем, это способ организации, там, допустим, может быть, бизнеса, деятельности и так далее. И это, конечно, обогащало, скажем, жизненные процессы Северного Кавказа. Это с одной стороны. С другой стороны, в свое время Гамзатов написал, что не Ермолов как бы покорил, не Русь Ермолова покорила Кавказ, а Русь Пушкина. Вот. Это действительно так. С другой стороны, скажем, если бы не было бы Ермолова, да, то не пришел бы Пушкин. И вообще я даже не знаю, что было бы, скажем, с русской литературой, потому что, например, Белинский написал, что благодаря Кавказу, да, вообще состоялась русская классическая поэзия. Она вырастает из Кавказа, потому что творчество Бестужева-Марлинского, Пушкин, Лермонтов и огромное количество тех, скажем, писателей, там, второстепенных и так далее, и дальше, скажем, там, Толстой, оно выросло из Кавказа. Не было бы Кавказа, не было бы русской литературы, русской поэзии. Это действительно так. Не знаю, может быть, была бы какая-то другая русская литература, вот с чем на связано. Но Кавказ стал таким генератором, мощным генератором смыслов, восхищений, новой эстетики, вообще нового мира и так далее. И в этом смысле, конечно, влияние Кавказа на русскую литературу или на русскую культуру в лице литературы, оно как бы однозначно. С другой стороны, ясно, что и присутствие, и потом последующее после творчества, скажем, русской классической литературы, эта литература, она оказывала колоссальное влияние, скажем, допустим, на Кавказ, потому что, скажем, даже в советские годы, ведь многие, читая эти тексты, они испытывали влияние, я знаю, свидетельства разные, влияние образа Кавказа, и где-то они вот в этот образ себя достраивали через эту эстетику. Это влияло на духовный космос, скажем, чеченцев или, скажем, жителей Северного Кавказа. Это тоже, скажем, совершенно очевидно. И в этом смысле, как отсоединить одно от другого в духовном строе, допустим, современного интеллигентного человека? Мне кажется, что невозможно. Проблема, мне кажется, как бы в другом, вот когда часть или не часть.
С одной стороны, это неразрывная часть, скажем, российской культуры, потому что там все пронизано историей этих взаимодействий, взаимопроникновений. Ну вот смотрите, история, допустим, знаменитого художника Захарова, да? Вот блестящая книга Канта Хамзатовича Ибрагимова, да, вот, он готовит вроде бы второе переиздание, он там еще нашел какие-то свидетельства. Ведь это совершенно уникальная история, когда, скажем, мальчика, да, чеченца, взяли, погибли все родные, близкие, взяли в русскую семью, воспитали, образовали, он получил образование, стал художником, академиком Российской академии художеств. Это просто невероятная, скажем, история. И в то же время он с измальства оторванный, да, он помнил, знал, что он чеченец, потому что и картины подписывал Захаров чеченский. Вот. Это вот один из ярчайших, мне кажется, примеров вот этого, скажем, взаимопроникновения и обогащения культур. В то же время я считаю, что каждая культура, да, она должна сохранять свои границы. Она не должна терять свою специфику и особенности. Допустим, этнокультура чеченцев. Я уже, кажется, вам говорил, что, с одной стороны, мне очень хочется, чтобы Чечню открыла массовая Россия, и чтобы здесь было много туристов. С другой стороны, я думаю про себя, что вот появится здесь самый разный народ. В том числе, может быть, не очень хороший, но будут бросать окурки или там какие-то вещи. Мне бы не хотелось бы этого, потому что вот уникальность сейчас, да, она держится именно благодаря границам. Не будут ли размываться границы? На первый взгляд кажется, это как бы ерунда. Ну, подумаешь, ну вот там мусор, да? Подумаешь, это бытовая повседневность. Ну, там убрали или еще что-то, приехали, уехали. Нет, это очень серьезные вещи, которые влияют на культурное самосознание тех, кто здесь живет, и на культурное самосознание тех, кто приезжает. И в этом смысле чеченская культура, она совершенно уникальна. Я не буду говорить там про, ну, скажем, северокавказская культура. Или шире вообще кавказская культура. Ну, не буду говорить вообще шире. Кавказская, северокавказская, допустим. Она уникальна своей глубочайшей историей, да. Там столько сюжетов, переплетений, скажем, разных, скажем, еще взаимодействия культур. Ну, посмотреть одни, скажем, захоронения, да? Посмотреть одни плиты, где и арабская вязь, и что. Это пространство совершенно уникальных культурных взаимодействий. Совершенно уникальных культурных взаимодействий. И в этом отношении я бы не хотел бы, чтобы эта культура нивелировалась. Так, как в значительной степени нивелировалась русская культура. И мне кажется, это одна из таких достаточно драматичных историй нашей, скажем, как бы российской. Потому что революция, вернее, сначала крепостное право, да, это определило специфику российской культуры и ментальности. Потом отмена крепостного права, причем, ну, отмена такая, скажем, непродуманная, с большими какими-то последствиями, в том числе негативными последствиями. Потом революция, советская власть и так далее. И размылось, в том числе и ценностное ядро. И в этом отношении, конечно, скажем, с одной стороны, конечно, часть общероссийской культуры, но все равно кавказская культура сохраняет даже восприятие, скажем, общероссийской культуры свою самобытность. И вопрос в другом. Как бы вопрос даже как бы не интеграции, а вопрос диалога. У Чечни, пусть с Российской империей, общая история и общая судьба, в том числе замешанная на общей крови. Но это не только общая кровь, скажем, XIX века, когда империя захватывала, да, и глупо захватывала, потому что был ведь другой вариант, альтернативный вариант. Но тогда думали, блицкриг, там 2 недели, потому что Персия ослабила свое влияние, Грузия вроде бы тоже как бы отошла. Ну вот есть самое время, чтобы захватить Кавказ, подчинить, включить в юрисдикцию Российской империи. А можно было идти дипломатическим путем.
можно было договариваться и выстраивать на условиях конвенций другие. Но я понимаю, что это было сложно, потому что свободный народ, а здесь крепостническая страна. Для этого нужен был очень большой, мне кажется, ум дальновидный, чтобы сказать: нет, мы пойдем не путем войны, а вот так, и мы здесь договоримся. Договоримся, пусть живут, но вот есть условия, как мы будем взаимодействовать и так далее. То, что, скажем, я, например, считаю, что это неизбежная была судьба захвата, потому что, если это не Россия, персидское влияние, интересы, все равно вот этот очень важный стратегический узел и пространство, оно всегда было интересом, предметом геополитических интересов. И всегда здесь старались как-то повоздействовать, как-то, подчинить и так далее. Так вот, и была судьба общая, Отечественная война. Отечественная война, да даже гражданская война. Ведь часть, скажем, чеченцев была за красных, часть за белых, но это тоже ведь общая судьба была. А Великая Отечественная война, где столько героических подвигов, рядом с этим, депортация, трагическая, скажем, история, но в то же время кровь проливали на полях Великой Отечественной войны наши с вами отцы, деды и так далее. Это общее. Это же не вычеркнуть. Это не вычеркнуть. Это нас объединяет. Поэтому в этом смысле, конечно же, мы часть части. Мы входим в единое, скажем, целое. Поэтому я считаю, что когда мы говорим, если возникают какие-то диалоги, нет, мы особые или еще что-то, нужно видеть эту общую историю. 2 столетия все-таки. Много, очень сложно. И, конечно, нужно стараться наряду, не закрывая глаза на, скажем, трагические истории, нужно видеть и позитивы. Должна быть, скажем, и позитивная история. Ее нужно тоже транслировать в современное общество, чтобы, скажем, и молодое поколение видело, что наши истории там, наряду с драмами, с трагедиями, есть и очень много позитивных страниц, которыми мы можем гордиться. И общих страниц. Так. Александр, спасибо. Вы сказали очень ключевые фразы, одни из которых является диалог культур и взаимообогащение. Мы везде об этом говорим последние 15-20 лет на разных площадках. Это является такими реперными точками для того, чтобы начать процесс формирования общероссийской гражданской нации. И вы знаете, у Гумилева Льва Николаевича в теории этногенеза были такие тезисы, которые я хотел бы немножко так тоже проговорить. Он говорит, что любой развивающийся народ, который переходит разные формы своего развития, когда он достигает уже последнего этапа нации, государства, империи, он всегда хочет расширить свое жизненное пространство, свои территории для того, чтобы доминировать геополитически. Эта формула, Гумилев говорит, что она заложена в любой империи, в любом народе, который пытается стать, нацией государства. Поэтому это было, наверное, не избежать. Но Гумилев, опять же, говорит, что есть и второй путь. Путь через диалог, через привлекательность своей культуры, своей цивилизации, за счет того, что он втягивает в орбиту те народы, которые видят эту привлекательность. Но к сожалению, история человечества говорит о том, что империи выбирают путь Скажем, империю выбирает путь, скажем, такой, первобытный, не современный, цивилизованный. Да, это очень хорошее замечание, это парадоксально, потому что если раньше, скажем, империя двигалась, понятно, с одной стороны, волей к власти, с другой стороны, воля к власти, она была связана с тем, что нужно расширять пространство путем захвата, потому что на первоначальных этапах, элементарно для того, чтобы твой этнос выжил, он должен иметь пищу, так скажем, и условия для продолжения рода, для размножения и так далее. А это требует новых ресурсов. Борьба за ресурсы, она, скажем, совершенствует виды орудия и сопутствует этой активной, агрессивной позиции расширять, скажем, так же, как концепция его этногенеза и путь гуннов, допустим, они расширяют, усиливается и так далее. Хотя потом неизбежно все равно оказывается эта пассионарность, достигая пика, она потом, какой-то период плата, а потом все равно вдруг оказывается кризис.
Да, кризис. И этот путь как бы захватнический, ну вот если то, что вы сказали про диалог, он оказывается все равно, скажем, как бы обречен, но в конечном итоге на какой-то... на диалог. На слом. Значит, остается диалог. Современность, значит, она должна развивать эту культуру диалога. К сожалению, но сегодня мы видим, вот, пожалуйста, современная политика, мы видим, какой диалог, скажем, существует Америка, допустим, Европа, ну, который доходит до абсурда, до абсурда. Я вспоминаю, что, например, брежневская эпоха, в советскую эпоху, были периоды после холодной войны, были периоды вот этих диалоговых отношений, когда была крупная идея, ну, в частности, идея разоружения, да, Хельсинский договор, и там очень много было вокруг этого процедур, и мир был воодушевлен идеей разоружения. Возникла всемирная иллюзия, что мы наконец-то разоружимся, сможем жить в мире, как бы в диалоге и так далее. Прошли мы этот этап, и потом сейчас у нас этап какой? Этап региональных войн, региональных катастроф и так далее. И когда ты читаешь, допустим, реакции, и видно, что это как диалог слепого или диалог глухих, да? Говорится одно, делается другое. И совершенно слепота. Я не знаю, здесь, видите, раньше мир развивался по линейной логике, да? То есть было понятно причина-следствие. Было понятно, в чем заключается причина и каково будет следствие. И можно было прогнозировать развитие, скажем, как бы мира, экономики и так далее. С какого-то момента в действие, в мировом, скажем, в мировом развитии или в мировой эволюции стали работать, на мой взгляд, другие механизмы. Нелинейная логика. То есть нелинейная логика – это логика, которая, ну, скажем, вот просчитывали, когда просчитывали экономический кризис, оказалось, не сработали никакие прогнозы, никакие форсайты, что вдруг задействованы оказались какие-то другие механизмы. Факторы, которые формируют этот механизм, они за пределами актуального сознания. Может быть, они периферийные. Может быть, на первый взгляд, мне кажется, ерунда. Ну, как выборы Трампа, да? Ставку делали на одно и думали, вот здесь придет один, а вдруг раз выстреливает и побеждает Трамп. Потому что как раз, на мой взгляд, сработали нелинейные факторы, то есть те факторы, которые были в логике, в линейной логике периферийными, они оказались основными. Так и вот и сегодня мир, он движется какими-то вот такими странными вещами. Конечно, очень легко и просто сказать, что мир движет две силы. Это стремление к власти всемирной и, скажем, и деньги, да? Вот, деньги, богатство. Хотя, с другой стороны, всем очевидно, что это как бы стремление, которое приводит к катастрофе мира. Экологическая катастрофа, там военная и так далее. И как человек, как разумное существо, он не может это понимать. Почему мы не можем сойтись на этой площадке, скажем, обсуждения и так далее. Последний вопрос. От чего, вот что надо вот для республики, вот для нам вопрос стал, вот я когда мы это был, когда вопрос ставил, у нас глава масштаба, если посчитать, это просто, когда я вам вначале еще говорил, глава региона фактически нет. Но человек, который молодой, который сделал, его принимают во всех королевствах, принимают как главу государства, а не как главу региона. Да. Вот это некоторые люди, которые портят, как говорится, вопросы. Вот это вопросы, что вы могли бы сказать, чтобы, знаете, помните, я вам рассказывал вначале, когда все шло, но есть часть, как Константин Натанович Боровой сказал, одна часть, которая портит вот эту репутацию, делает это искусственно, создается, это делается. Вот на этот вопрос ваше как бы пожелание. Хотелось бы услышать чуть-чуть. Но мне кажется, что здесь есть два момента, которые препятствуют этому. Это, во-первых, конечно, такая достаточно глобальная информационная политика. Потому что, скажем, не только Чечня, но вообще Северный Кавказ, он для большинства общества, я считаю, что это до сих пор закрыт. И благодаря вот этой самой, скажем, информационной политике. Она, скажем, не концептуализирована применительно к Северному Кавказу. Я имею в виду даже на федеральном уровне, да? Мне так кажется. Вот. И в этом отношении вот как раз у нас получается диспропорция между тем, что, скажем, какая-то ерунда, да, вот, она попадает и укрупняется, а
какие-то, скажем, вещи достойные, они не замечаются. Это в высшей степени несправедливость. Я вот скажу, что в Фейсбуке я возмущенно там, то ли, в общем, какой-то СМИ написала, что вот здесь пандемия, и вот здесь такой ужас, и здесь, значит, этими шлангами, значит, колотят, значит, горожан и так далее. Ну, и я не мог на это не отозваться, что какая-то наглая ложь. Я на работу хожу мимо гвардейцев, со многими здороваюсь. Я никогда не видел, что во время пандемии, да, чтобы кто-то ко мне там, я уж не говорю, что... Вот это, скажем, фальсификация. И в то же время ей фактически ничего не противостоит. Противостоит только на уровне таких локальных. Ну, я вижу, как голова бьется, да, он отвечает, да. Я, например, как-то некоторым тележурналистам в Питере, вот, НТВшникам, я говорю, ну, взяли бы, вы собрали бы пул журналистов и приехали бы сюда, вот, и посмотрели бы, и увидели бы, и постарались бы увидеть Чечню с другой стороны, с позитивной. Я говорю, вы посмотрели бы, что... сделали с Чечней после войны. Была разруха и вообще все. А это теперь не один регион. И вот я проезжаю, когда там через Ингушетию, не укор им будет сказано, но, скажем, лучшего региона я не видел. По стилистике, потому как не только Грозный, ну, пожалуйста, и другие города, они сделаны классно, здорово и так далее. Вот это. То есть информационная политика, да? И ее, естественно, нужно на всех уровнях как-то выстраивать. Ее нужно выстраивать. Второй момент, я считаю, что это, конечно, просвещение. Это просвещение, которое, с одной стороны, просвещение здесь внутри, скажем, Чечни раз. Я знаю, есть концепция воспитательной деятельности, здесь этому уделяется колоссальное внимание. И я знаю, сам глава вот, очень много делает и работает. И я знаю, что вузы, и в нашем вузе там замечательные студенты, и воспитательная работа, там очень интересные форматы в школах и так далее. Но я думаю, что это просвещение должно быть и в большой России. И здесь как раз вопрос о кодах, да? Вопрос о кодах. Ну, во-первых, конечно, я думаю, что нужно и нашим ребятам говорить, скажем, как бы России и о кодах России, да, российской культуры. То есть русская классическая литература и так далее. Они должны понимать, ценя, сохраняя свою этническую идентичность, они должны, естественно, ощущать и гордиться гражданской, то есть российской идентичностью, как граждан России. Но, повторяю, без этнической идентичности невозможно выстроить гражданскую идентичность. Это проблема, скажем, допустим, большой России, потому что много идентичностей, ну, есть профессиональная идентичность, да, ну и так далее, но этническая идентичность, ну, это кровное родство, это семья, род. Без этой ценности ничего не может выстроиться. И, конечно, в образовательных стратегиях, программах мы очень много говорим о мировой художественной культуре, но нужно говорить еще о культуре российских регионов, в том числе Кавказа и так далее. Вот это, я бы считал, что важнейшая часть. Так же, как, допустим, вот спорили предмет, скажем, о конфессиях, да, что преподавать в школах, допустим, там, ну, кто православие, кто ислам, ну и так далее и тому подобное. Это очень важно и по выбору, потому что это часть идентичности. Но я считал бы, что все-таки, скажем, региональные культуры, да, они должны входить в просвещение, потому что непросвещенный человек, отсюда возникают страхи, отсюда возникают стереотипы, отсюда, когда читаешь, допустим, перебранки в интернете, да, ну вот какое-то событие, или кто-то поделился, скажем, о Чечне, позитивной частью. И вот потом начинается до грубости просто неприятно читать. И понятно и видно, что это не культурный народ. Потому что, мне кажется, культурный человек, он никогда не собьется на агрессию. Он, наоборот, постарается понять другого или понять, почему тот так говорит. И постарается сгармонизировать. Культурный человек – это человек, который ориентирован на диалог и на гармонизацию. Только в ситуации войны, когда, грубо говоря, нажимают на кнопки и убивают друг друга, я понимаю, что там не солдаты диалог устраивают, они солдаты, но в мирной-то жизни мы-то должны стремиться к диалогу. Этому диалогу нужно учить. Нужно учить
не только в Чечне, нужно учить по всей России. Вот когда мы вот этому диалогу и пониманию, что, ну, допустим, вот в нашей культуре принято так, а вот в этой культуре, допустим, принято вот так. И это как бы нормально, это культура, потому что если идет, допустим, в длинном платье, в платке, скажем, в Петербурге, да, то это просто культура. И не надо бояться, не надо, скажем, там задевать и так далее, осуждать. В то же время, если ты приезжаешь в Чечню, ну, вот некоторые возмущались, что в шортах нельзя. Да, это культура, потому что у нее иное отношение к телесности. Иное отношение к телесности. Но если у тебя, допустим, в семье не принято что-то, вот просто потому что это культурная традиция, твоя норма, которая обеспечивает, ну, скажем, существование этого мира, да? Ты же за эту норму как бы голосуешь, ты ее пытаешься выдержать. Так и эта культура, она охраняет себя для того, чтобы состоялся этот мир. Это нужно понять. Люди, которые не понимают этого, конечно, не могут смеяться или еще что-то. Люди, которые понимают, для них без проблем, грубо говоря, одеть брюки, а не шорты, и не испытывать страданий по этому поводу, никаких проблем нет. Сергей Александрович, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за увлекательную беседу, за то, что вы нашли время с нами принять участие в нашей передаче. Я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча, она будет на регулярной основе. Но я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что в нашей программе «Чеченское мировоззрение» принимал участие известный российский ученый, проректор по образовательной деятельности Чеченского государственного педагогического университета, заслуженный деятель образования и науки Российской Федерации Гончаров Сергей Александрович и наш постоянный друг Хаптукаев Саид Ахмед Абуевич, член Высшего совета Общероссийской общественной организации Российский конгресс народов Кавказа. Уважаемые друзья, коллеги, я вам очень благодарен за эту очень увлекательную беседу. А вам, Сергей Александрович, я желаю успехов в работе в Чеченском государственном педагогическом университете и во всем том, что вы делаете с точки зрения развития образования и науки на благо Чеченской Республики и России. Спасибо большое. И спасибо большое за приглашение, спасибо большое за ваши чрезвычайно интересные вопросы и нашу беседу, потому что я получил истинное наслаждение от общения, потому что мы с вами общались сегодня целый вечер и в рамках камеры, и за пределами, и это было здорово. Мне кажется, что как раз вот это и есть, может быть, скромная модель интеллектуальных коммуникаций, где собираются люди, и они интересны друг другу, и мы находим здесь много общего. Поэтому спасибо вам большое. Noqchul yengeç, noqchul alış deş. İdiye başlamıştır alışıyor ya.